Ну, добрый день. Здравствуйте. Вот сегодня у нас следующая история. Мы давно не виделись, и теперь снова встретились. Вот такая история, очень интересная. Вот как два берега одной реки, или вот добро и зло. Ну или не зло, а просто человеческое безразличие. Вот это вот мама и 3 детей ее. Их спасла вот Ирина, которая не смогла мимо проехать. 2 стоит с противоположных полюса: добро и зло. Зло или полностью безразличие человеческое. Вот эта собака, ее теперь назвали Маша. И у нее еще есть мама Дина, такая же вот. Были как бы в организации, получается, за ними следили, как мы думали, что их кормили, но они почти как бы домашние. Оказалось все наоборот. Очень сложная, тяжелая участь ждала эту маму, и Дину, и этих маленьких детей. Оказывается, уже была договорена, что они не нужны, что их надо в лучшем случае куда-то увезти, а еще в каком-то другом случае просто уничтожить. Потому что мы как приют уже всем организациям говорим, следите за своими собаками, кормите там, ухаживайте, чипируйте. Некоторые, да, следят. А есть, которые прямо открытым текстом говорят: да, мне лучше их там убить, отравить. Да какое ж ты имеешь право вообще? Вообще есть закон, надо закон выполнять. Они же живые. Вот и тут получилось как? Совсем случайно. Да, мы знали, что 2 собаки там есть, гавкают, да, на цепи. Ну все да, проезжают, как охранники. да. И вот Ирина совсем случайно, вот сейчас она расскажет, как она их увидела. Ну, не совсем случайно. Я их знала, вот эту девочку знала еще, когда она родилась. Я когда-то их прикармливала, потом мне сказали, не надо, так как у них есть как бы хозяева. Сказали, вы сбиваете график, режим еды. Но через год я тут обратила на них внимание, что собачки якобы голодненькие. Ну и я пришла и начала опять их прикармливать. А потом в один день я приехала, а оказывается, Маша вот это родила. И родила 3. Я приехала, она утром их, видать, родила. И все, в мороз, был минус 50, и я вот забрала их в гараж. Вот мы с Татьяной Валерьевной их выхаживали. Вот этих 3. Вот этот был полностью замороженный. Вот видите, у него лап нету, они просто отпали. Они отморозили, потому что он вообще никаких дыхательных признаков не подавал. Мы его с Татьяной Валерьевной грели везде, и в груди, и везде, где могли. Ну вот это грели. Благодаря волонтерам, да, мы носили ветеринарку. Вот Татьяна Валерьевна у нас тоже носила. Волонтеры нам помогали, куда чего, консультировали нас, не бросают нас, потому что с их поддержкой. Ну вот такое чудо у нас есть. Нам месяц пошел 2, а мы уже кашу начали есть, но сиську еще сосем. Вот девочка, мальчик и мальчик. Ну и мама Маша. Девочкам предлагали, да, ну давайте усыпим, там типа, что за это, зачем, и вот тут. А он самый красивый и самый смелый, молодец. Да. Он сказал, я хочу жить и буду самым лучшим щенком на свете. Да. И, конечно, разве можно такое счастье? Он за жизнь борется. Вот получилось, минус 50, она в будке родилась. Я пошла потом специально эти будки посмотреть. Это одно название. Вы знаете, внутри будки снег. Она, считай, на голом морозе, минус 50 родила. Я не знаю, это просто счастье. Им дано как бы Богом жить. И вот эти девушки как 2 ангела. Да. Вот так и есть. Да. Мы с Татьяной Валерьевной, да, вот теперь нянчимся. Да. Ну, а мы теперь ищем им семьи, да, и Машеньки. Благополучные ручки, чтобы попали в счастливые семьи. Мы, конечно, этих собак больше не вернем. Мы там еще одну собаку прикармливаем, вот их маму, Машину маму. Мы заберем обязательно в приют. Немножко вот тут сейчас будем в марте, должны, субсидию я уже оформила. Вот как получим денежки, будем мы это стерилизовать, кастрировать. Мы их простерилизуем. Ну и заберем к себе. Надеюсь, что та территория, кусочек территории ее сделают, как бы облагородят и условия для того, чтобы еще собак туда добрать. И, конечно, я и предупредила руководителей этого 14-го региона, чтобы с собаками ничего не случилось, что мы их заберем. Я приехала не очередной раз кормить. Домашние. И смотрю, у этой кровь у Машки. Я ж такая хоба, думаю, или загуляла, или еще что. А когда слышу, тю-тю-тю пищит. А я как раз на работе, на рабочей машине
машине. Ну и вот, а как раз же в тот день был мороз и ветер очень сильный. Ну и все, я глянула, а там лежат вот эти 3 киндера. Ну и все, в охапку их в машину, в гараж сначала. Вот Татьяна Валерьевна пришла, мы давай там их тискать, нискать. Потом перевели сюда в квартиру. У девочки тоже вот чуть-чуть хвост обмерз. Вот эти маленький, видите, отпал. Да, чуть-чуть. А вот этот один вот только остался у нас. Целый. Да, Целый. у него, как говорится, и хвост, и лапы, вот они, оно все есть. Вот он, питбуль. Хороший, между прочим, будет охранник. Он все грызет, гавкает. Да, это же ему только месяц исполнился. Да. Они там уже рычат. А этого приносили, когда, да, вот ветеринарку. Что там ему еще глаза закрытые были, а он уже рычал. Я хотела бы сказать, что вот пример. Вот, пожалуйста, пример. Вот они все живые, а их могло быть уже и не быть. Вот опять добро, зло. Нету середины. Вот в мире есть только добро и зло. И вот вы сами, люди, должны определиться, на чьей вы стороне. Вот кому они мешают? А было бы так, вот если бы девочки, женщины не встретили их бы, не было бы этих комочков, не было бы этой мамы, и не было бы мамы, потому что они все примерзли там уже, худые были, замученные, и еще вот это. Потому что, если бы у нее забрали щенков, она бы кинулась на этих, кто забирал, они бы ее убрали, я так думаю, если такое отношение. Не могу сказать, что прямо там, зло такое прям страшное, там все ходят и всех убирают. Нет. Дело в том, что безразличие, надо бороться с этим безразличием. Вот именно с молчаливого согласия или с огромного безразличия ко всем вот эти все страшные поступки совершаются. Да. Собаки должны быть стерилизованные, собаки должны быть кастрированы. Да. Все, и потихоньку это все, не будет бездомных животных, не будет. Не будет. Если мы вот все выполним эти все законы, 498, 425. Надо вот, пожалуйста, вот гулять. Вместо тренажера, пожалуйста, пошли в тайгу, свежий воздух, прошлись 3 раза в день, сосуды в шикарном состоянии, давление Да. и позитив на весь день. Это самое главное. Да? Ай, ты прелесть нас.